Минюст Российской Федерации ликвидировал штаб татар в Москве. На связи с нами должен быть руководитель группы организаций при штабе татар Москвы Рустем Ималиев. Рустем, здравствуйте. Добрый день. Как нас слышно, как нас видно? Нормально, нормально. Ну, давайте разбираться. Штаб татар в Москве. Чем он занимался? Что это такое? Потому что действительно немногие знают, что есть такие организации, тем более если мы говорим про наш Приволжский федеральный округ, куда, конечно, входит и Татарстан, но тем не менее. Давайте поподробнее все-таки услышим от вас. Ну, штаб татар – это движение неравнодушных, целеустремленных людей, которые думают о завтрашнем дне, заботятся о молодежи. И вот у нас при штабе создано много клубов, много разных общественных организаций. Это все вокруг штаба. Это целая такая группа организаций, будем так говорить. Вот. Создана она была 25 лет назад. При клубе ДЛ-16 было создано вот это молодежное движение «Штаб татар». Почему название? Я уже заранее предвижу ваш вопрос. 25 лет назад, в 1997 году, было настолько равнодушие, настолько не было каких-то наших сторонников мало. И как-то вот это все вовлечь людей, молодежь. Поэтому, может быть, было вот первому нашему штабу, значит, придумано такое название «Штаб». Теперь у нас уже штабов много. У нас есть штаб в области, очень хорошо сотрудничает с автономией татар области. У нас есть штаб татарской молодежи. У нас сейчас несколько штабов, несколько организаций, которые работают вокруг нашего движения. Знаете, такой вопрос. На фоне того, что суды, в том числе, да, и Минюст, в последнее время закрывают очень много экстремистских организаций, да, и тут же мы видим вот такую новость. Ликвидируют штаб татар в Москве. Вот здесь что значит для вас это решение? Да? Действительно, вопрос сложный, с одной стороны, с другой стороны, почему так произошло? Потому что есть некоторые СМИ, которые выдвигают достаточно банальную точку зрения и версию, то, что это просто, ну, я цитирую, в кавычках, это татарская склока, где, скажем так, одна организация не поделила место с другой. Вот здесь интересно было услышать ваше мнение, да, и про ликвидацию, да, и по поводу вот таких слухов. Ну, здесь разные версии. Версия, что это связано как-то там с президентством Татарстана, что, значит, это политический вопрос московский, наверное, я бы не рассматривал такую версию, да. Просто у нас один из штабов, он, значит, деятельностью занимался в прошлом году. Одним из достижений вот того штаба это был выпуск книги, уникальной книги, 10 тысяч экземпляров. Вот, наверное, вы везде видели, мы ее рекламировали, 10 тысяч экземпляров. И вот эту книгу, презентация этой книги была в 20 городах, где компактно проживают татары, в 10 районах, значит, Татарстана, во многих общественных организациях была презентация проведена вот этой книги, как вроде от штаба татар выездной штаб. Также штаб татар есть 10 детских домов, где также мы от имени штаба проводили вот подготовку 1 сентября или Новый год там, значит, например, да. И вот этот штаб, вот эта вот деятельность по России, по всей, она не была предусмотрена уставом. Так что здесь, наверное, Минюст отчасти прав. Мы, когда было первое к нам замечание, мы его, конечно, как-то серьезно не восприняли. Вот. Но в начале года, 21-го, мы уже решили переоформлять этот штаб в Конгресс татар. Потому что вот этот штаб, все-таки уровень общения, уровень требовательности и уровень решения вопросов мы хотели уже сделать через Конгресс татар. Это значит посольство... Но опять же, Конгресс татар Москвы. Конгресс татар Москвы. Московского конгломерата Москвы и Московской области, но не дальше. У нас есть договоренность с ВКТ, что деятельность Конгресса татар Москвы, Московской области будет проходить здесь в рамках
да, и он войдет в структуру ВКТ. У нас такая предварительная договоренность. И мы хотели этот штаб Всемирный переоформлять. конгресс татар. Я Да, буду расшифровывать параллельно, да. Да. И поэтому у нас такое было, но Минюст выдвинул вот эти вот к нам замечания. Никакой политики, никаких здесь таких претензий. Главная претензия — наша деятельность по всей России. Вот, от штаба татар. Если бы товарищ Ямалеев поехал и от меня лично были эти презентации и по детским домам, и поездки, тогда бы претензий не было. А поскольку это были выездные штабы, вот, и Минюст, значит, было первое заседание суда, где штаб решили ликвидировать. Но этот первый суд. Потом будет второй, потом будет третий и четвертый. Наши юристы уже целый год рассматривают вопрос, как проще закрыть штаб. Или через ликвидацию, или через суд. Или у них есть еще другие варианты. Да? Ну, говорят, через суд дешевле и проще. Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Мы не расстраиваемся, просто многие средства массовой информации как-то не совсем, может быть, это преподнесли. Вот. Но в любом случае нам очень много звонят, очень много нас поддерживают. Мы очень удивлены, что у нас столько таких вот поддержки, столько у нас сторонников, оказывается, да. Все переживают, штаб. Никто, чтобы не волновался, штаб был, штаб есть, и штаб всегда будет. Поэтому деятельность штаба у нас направлена на будущее. Вот. Мы сейчас только что издали еще уникальный календарь, который сейчас раздаем 3000 экземпляров. Смотрите наши сайты. Вот у нас на той неделе мы открыли новый канал YouTube, DL16, которому нынче, как и ВКТ, исполняется 30 лет. Вот. В день, значит, штаб посещает до 25 тысяч человек, а YouTube-канал до 50 тысяч. У нас 1000 роликов, и у нас 19 тысяч только на одном штабе. У нас еще на Конгрессе, у нас еще на штабе татарской молодежи. Поэтому в интернет-пространстве мы достаточно популярны, и у нас достаточно большой охват. Да, Рустам, я не могу не спросить, потому что мы, как правило, анализируем новости Приволжского федерального округа, куда входит и Татарстан, о ваших связях с республикой, и в том числе и с Казанью, какие-то достижения, да, либо действительно существует ли эта связь, ну, должна, по крайней мере, она быть. Ну, у нас, как говорят пословица, не объять необъятное, да. Вот у нас есть 10 районов, с которыми мы постоянно общаемся. Мы выписываем в год 16 тысяч газет. Значит, вот мы их раздаем этим, льготную подписку делаем, ездим по этим, значит, районам по 10. Мы бываем в Казани каждый квартал. Каждый квартал мы собираем всех аксакалов, которые стояли у создания ВКТ, национально-татарского движения Казани. Мы собираем в Казани молодежь. И мы каждый квартал в Татарстане собираем блогеров. Это тоже нам, значит, увеличивает наших подписчиков, это увеличивает наши, конечно, просмотры. Вот такой деятельностью мы занимаемся и постоянно бываем в Казани. Бываем в Ижевске, если вы Приволжский округ, и Ижевск, и другие города, там Агрыз, значит, Самара. Ну и вот те города, 20 городов, которые мы посетили, компактно проживают, это где в районе 100 тысяч проживают, вот мы все их проезжаем, и, конечно же, мы постоянно бываем у наших братьев в городе Уфе. В Уфе мы заходим и в татарский театр, и в, значит, башкирский. Мы обязательно заходим и посещаем, у нас бывает чаепитие в Курултае башкирском, да, и встречаемся и с башкирскими, и с татарскими, со всеми общественными организациями. Рустам, да, я думаю, что вы ответили практически на все мои вопросы. Единственное, что давайте срезюмируем, чем вы намерены заниматься дальше, как дальше. Понятно, что у вас будет какая-то реструктуризация
штаб перестанет называться штабом, да, будет Конгресс татар Москвы, Московской области, да, что будет дальше именно вот с движением вашей организации? Вы же все-таки занимаетесь просветительской работой в том числе. Вот кратко об этом, и мы пойдем к нашему следующему эксперту. Ну, у нас штаб, чем отличается коренным образом от других организаций? У нас поставлено сохранение, привитие ответственности, любви, нужности, необходимости татарского языка молодежи как через тренинг, через внушение, через объяснение привлекательности, да. И поэтому вот в этом направлении мы ведем работу. Значит, мы собираем молодежь. Вот у нас одно из последних новостей наших последнего года, это мы сделали такой клуб «Яшляр Якшембесе». Мы молодежью, студентами занимаемся все 25 лет. Но так, чтобы основательно сделать акцент на первый, второй курс, и эта группа у нас называется «Татаро-башкирская». Вот, там, значит, всего 400 человек пока. Каждое воскресенье мы собираемся. И вот мы нынче программу и планы на будущий год все-таки будем корректировать в зависимости вот от спросов, потребностей вот этой молодежи. Да? Вот они провели, вот эта молодежь, первый-второй курс, провели мы новогодний лофт. Это, наверное, единственное такое чисто татарское мероприятие было на всю Москву. Да? Новый год. И даже вот в этот сложный период мы не можем, значит, большие мероприятия проводить. Мы все равно, учитывая все вот эти нормы санитарные, мы собираемся. У нас в год мы проводим 100 мероприятий. 100 мероприятий в год. С охватом 8-10 тысяч человек примерно.